Добрый вечер, друзья! Итак, самые значимые моменты в спорте за последние пару дней. Спортсмен клуба «Вольник» Мухаммад Гантимиров завоевал бронзовую медаль на первенстве мира по вольной борьбе среди юношей до 17 лет. Соревнования проходили в Иордании. Мухаммад уверенно прошел через отборочные этапы. В борьбе за третье место нашему земляку противостоял Гигие Лукунидзе из Грузии. Схватка завершилась со счетом 7-0 в пользу Гантимирова. Воспитанник известного спортивного клуба «Ади Ахмад» Мухаммад Евлоев завоевал бронзовую медаль на турнире по греко-римской борьбе в Новосибирске, посвященный памяти героя Советского Союза Александра Аксенова. Состязания проходили 2 дня и завершились накануне. На центральном стадионе Сунжи прошел региональный отбор для участия в чемпионате России по мини-футболу в формате 8×8, который пройдет в Сочи в ноябре. В турнире приняли участие 6 команд, разделенных на 2 группы по 3 коллектива. По формату соревнования победители квартета выходили в финал, где и определялся триумфатор отбора. В итоге выиграли свои группы Реал Сунжи и Кацторг. Победителя пришлось определять в серии пенальти. Здесь успешнее оказались и кажевцы, которые забили трижды с точки, а сунжицы реализовали лишь 1 удар. Таким образом, Кацторг стал победителем регионального отбора, и именно он поедет на финальную часть чемпионата России. Бронзовым призером стал Мочхо. Победителей и призеров турнира поощрили кубками и медалями. Сегодня полузащитнику футбольного клуба «Химки М» Магомету Цалоеву исполнилось 18 лет. Болельщики от всей души поздравляют именинника с днем рождения. Мы, в свою очередь, присоединяемся к поздравлениям. Желаем Магомету крепкого здоровья, еще большего количества побед в жизни. Цалоев играет за «Химки» с 15 января этого года, и его контракт продлится до 31 декабря 2025 года. Футболист сыграл 5 матчей за свою команду. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.